несмотря на то, что еще одного ребенка нет, сейчас уже прям бегут, но мы начнем, не дожидаясь, так сказать. У нас, как вы видите, Наурыз мейрамы кутты болсын. Мы от всей души со всем классом моим, в котором 14 ребятишек, поздравляем уважаемых родителей, конечно же, наших дорогих педагогов. Поздравляем с наступающим праздником, праздником весны, праздником обновления, когда Наурыз, кажется, что какой-то новый виток жизненный будет, да? Какое-то счастье в душе от того, что опять природа обновляется, скоро листочки, цветочки пойдут. Мы желаем вам от души с ребятами хорошего весеннего настроения, очень желаем здоровья, конечно же, крепкого, и хорошо провести праздники. Открывает ученица подготовительного класса Айзере Бакыт. В ее исполнении прозвучит пьеса Ирины Корольковой «Русская народная песня». А сейчас приглашаю для выступления Алинура Багдадбек Улы. Поприветствуйте ее, пожалуйста. Это новый ученик нашего класса. Мы не занимаемся даже еще месяца. Да, Алинур? С 22 февраля, но тем не менее мы решили показать уже то, что сделали. Он немножко занимался в студии при музыкальном колледже. И сейчас Алинурчик для вас сыграет украинский народный танец. Выступает Актоты Амангали, ученица подготовительного класса. В исполнении прозвучит пьеса Ирины Корольковой «Бабушкина сказка». Удобно? Не так давно у нас был праздник, на котором мы поздравляли мамы, бабушек. Еще раз с ним поздравляем. И вот к этому мероприятию у нас есть пьеска.
следующим номером программы должна быть Ульяна Суслякова, но она выступит чуть-чуть попозже. А мы приглашаем для выступления Самиру Шумаеву, ученицу 1 класса. Поприветствуйте ее, пожалуйста. Там у нас прически, платья, тут вообще от модных дизайнеров. В исполнении Самиры прозвучит пьеса нашего казахстанского композитора Абдинурова. Называется она «Лак, козленок». Хорошо? Для выступления приглашается Меир Даулетов, ученик 1 класса. В его исполнении прозвучит пьеса Юрия Слонова «Листок из альбома».
выступления приглашается ученица 2 класса Ульяна Суслякова. Похлопайте ей, пожалуйста, поприветствуйте. Приглашается Султан Тактарханов, ученик 5 класса. В его исполнении прозвучит минуэт Йозефа Гайдна. Приглашается для выступления Алина Егенбаева. В ее исполнении прозвучит этюд Бургмюллера. Приглашается ученица 3 класса
София Гайнулина. Шитте. Танец гномов. Для выступления приглашается ученица 7 класса Анель Байжанова. В ее исполнении прозвучит этюд Карла Черни. Для выступления приглашается ученица 7 класса Назерке Есилхан. В ее исполнении прозвучит пьеса под названием «Воспоминания» из телефильма «17 мгновений весны».
Дильназ Амангалиева исполнит Кюй Андосова. Я надеюсь, что вам понравился наш концерт. А сейчас я для вас приготовила такой сюрприз. Для вас выступит мама нашего нового ученика, Алинура. Она солистка филармонии симпатичная. Наверняка вы ее все знаете. Гульдана Нагайбаева. Вы сами представите, да? Такой необычный инструмент, я думаю, все где так надо позвать, вряд ли они видели, посвященных празднику, замечательному празднику Наурыз, исполнит Гульдана Нагайбаева. Давайте еще раз поприветствуем. Объявите, пожалуйста, номер, хорошо? Рахмет, құрметті ата-аналар, сіздерді келе жатқан Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Енді Екатерина Борисовнаның сұрауы бойынша бүгін алғашқы рет ұлымның
концертіне келіп отырмын. Қуанышымда шек жоқ. Енді мына қазақтың жетіген аспабы. Оны қазір балалар өздері жаңа айтып отыр. Қарақат ойнайды ғой деп 22 шектен тұрады. Инструмент называется жетіген. Состоит из 22 струн. Раньше, если 7 струн было, жетіген само за себя говорила. Сейчас усовершенствованный вид, 12 струн. И вот в последнее время именно пользуется спросом. Он очень издавна его изобрели. Не только наши казахи играют на нем, но и другие национальности, как турки, японцы, корейцы. У них по-своему называется этот инструмент, у нас называется жетіген. Я сама недавно играю на нем, где-то 2-3 года всего. Но хотелось бы вам преподнести музыкальный подарок. Күй называется «Аққу Нұрғиса Тілендиева». Если слышали, есть кендерин болса, его исполнение на домбре, но попробую сыграть. Қабыл алыңыздар. Енді келесі тыңдайтын әндеріңіз қазақтың халық әні Гүлдариға. Осы таяуда 1-2 жыл бұрын, вы знаете, именно на земле Абая, Мухтара снимался фильм «Кунанбай». Приезжал режиссер, великий актер Досхан Жолжақсынов, и именно где вот родился Абай, была съемка фильма «Кунанбай». И вот по приглашению на этот фильм я исполнила эту песню, но под аккомпанемент баяна. Кстати, я у вас, помните, гармошку просила? И вот, к сожалению, я не смогла именно сама присутствовать. Я дублировала одну актрису, я уезжала в Японию. Если вам интересно, можете посмотреть в YouTube этот фильм. Фильм называется «Кунанбай». И вот там я исполню эту песню. Телесан Гударина.
огромное за то, что вы не только пришли на концерт, конечно, но и украсили его. Спасибо. Я думаю, что и не только для детей, но и для родителей этот инструмент откровения. Я вот, допустим, его сама видела первый раз сегодня, честно скажу, хотя слышала. Конечно, звучание какое-то фантастическое, потрясающее. Спасибо вам огромное, вы очень украсили наш концерт. Я думаю, что эта встреча не последняя. Спасибо за то, что родители вы пришли посмотреть на своих деток, порадоваться за них. У кого-то что-то сегодня получилось, у кого-то что-то не очень получилось, но они, в общем-то, старались. Да, не всегда бывает суперудачное выступление, но тем не менее это всегда, как говорит Дуду Хагадович, даже если где-то какая-то ошибка, ошибка это первый шаг к успеху. Поэтому даже если где-то что-то не получилось, пожалуйста, не обижайтесь на своих детей, волнение, естественно, присутствует. Но тем не менее, я думаю, что концерт удался, и вы с удовольствием послушали ваших деток. Я от всей души поздравляю с сегодняшним замечательным событием и детей, и взрослых. Вообще, сегодняшний концерт необычный, сами чувствуете, да? С чем это связано, догадываетесь, нет? С весной. С праздником, вот, о котором написано. Мы уже, это у нас третье выступление. Дважды мы в этом центральном парке выступали. Там у нас героиня сегодняшнего вечера, ваш педагог любимый, она пела в составе Иртыш Магнарет. И вот сегодня такой очень интересный разговор состоялся. Я пока о праздниках просто скажу. Праздник, конечно, удивительный. И то, что происходит, мы же дети природы с вами. Табигаттан балларымыз ебәрмізді. Солай бы? Поэтому это не может не сказаться вот и на выступлении. Вы обратили внимание или нет, что неважно, вот с первого буквально выступления, очень музыкально сегодня все было. Обратили внимание, да? Все трогало за душу. Вот поэтому, во-первых, я хочу поблагодарить Екатерину Борисовну. У меня большое подозрение, что это вот первое такое собрание и последнее. Если Серик Каныч не разгонится, теперь скажет, я тоже буду проводить. Почему последнее? Ну, вот перед Наурузом. Перед Наурузом. Действительно получился праздник. Большое спасибо детишкам, родителям. Я всегда говорю о том, что у нас более 360 тысяч, а сейчас, может быть, даже и больше в городе проживает население. Если не половина, то близко к половине, я думаю, все-таки дети-пенсионеры у нас. И из этих детей всего больше 1000 только учатся в музыкальных школах нашего города. То есть это маленькая цифра. Поэтому вам огромное спасибо, что вы догадались своих детей сюда привезти. Сегодня каждый учащийся, который за инструментом был, он испытывал то, что испытывают мировые звезды. Он волновался, он переживал, где-то какие-то сбои были, где-то чем-то кто-то недоволен из детей. Это нормальное явление. Кто-то думает, эх, надо было заниматься раньше, уже 7 класс, оказывается, все можно было сделать. Неважно, кто сегодня какие оценки получил, кто как закончил эту школу, это у вас до самой глубочайшей старости, дети. Неважно, будете вы музыкантами или нет, но к музыке у вас будет свое отношение. У вас будет и классика, у вас будет и народная, и казахская, и русская, и какое угодно. Поэтому я вас поздравляю с тем, что ваши родители такие молодцы, сюда вас привели. И что вы попали в очень хорошие руки. Ну, а Гульдана Нагайбаева, ты меня не перестаешь удивлять, как ты освоил этот инструмент, потому что я ее знаю как певицу, знаю, как Дамриску, мы с ней ездили в Казань, составом Иртыш Магнарет, Ахмин Фатма тогда молоденькой девочкой была, и пела в том составе. И Гульдана у нас взяла, стала дипломантом татарского конкурса «Татар Жира» и получила денежную премию. Часть этой премии я ее занял, еще с Диазом Мусариевым съездил на Набережные Челны, там тоже мы взяли первое место. Но она, конечно, удивила там всех. От природы голос, семью Нагайбаевых многие знают, к большому сожалению, папы нет живых, но его дело продолжает дочь,
Вот сейчас внук взялся за это дело. И все сестры, сколько у вас? 3 сестры, все музыканты, по-моему, да? Поэтому, умница, я просто удивился, когда как можно за 2 года так освоить. У тебя сейчас, в общем-то, мини-оркестр в руках. Удивительный инструмент. Мне остается еще раз всех поздравить, сфотографироваться вместе с вами. Дети, вы молодцы, настоящие артисты. Давайте поаплодируем. Замечательный класс. Я думаю, у этих ребятишек большое будущее. Кто-то будет поступать в этом году. Этот учебный год для Екатерины Борисовны, он такой очень плодотворный. И вот она не успокоилась, а наоборот все выстремится. Она в этом учебном году, в прошлом, мне все кажется, что в этом, привезла с республики место. Вот, и сегодня у нас еще один праздник. Сегодня был городской конкурс «Юный музыкант», на котором 2-е место вы получили, да? Нет, сегодня... Нет. Я сейчас просто скажу, сегодня 2 первых места получила у нас скрипачка, 1-е место получила в конкурсе «Юный музыкант», в котором в прошлом году выступала Дильназ и Амина Атнагулова. На городе 1-е места взяли, на области наши девчонки, да, и на республике вот Аминочка 2-е место. А сейчас вот эстафету приняли флейтисты и скрипачи. 2 первых места, 1 2-е, 1 3-е. И гран-при. Гран-при Атнагулова взяла. Все-таки гран-при? Гран-при Я она не сказала 1-е, я поэтому и говорю 1-е. Нет, гран-при? Гран-при, да? Гран-при она получила. Ну, А я сейчас про ваше место говорю. Оно было 2-е в республике, да? 2-е, да. Вот она в республике 2-я пианистка, педагог, который готовит пианистов. Медаль получила. И вот идем мы дальше. Фотографироваться будем или посидим еще? Обязательно. У нас учительница Екатерина Борисовна, она очень хорошо обучает нас. Меня зовут Светлана, я ученик 5 класса, и мой преподаватель Екатерина Борисовна. Я ее сильно люблю. Она очень хороший человек, как и в жизни, так и в школе. А также я люблю свою школу, Государственную школу искусств. Мне она всем нравится, добрые учителя. Люблю школу. Желаю школе, чтобы у нее она оставалась такой же красивой. Всем Борисовне желаю, чтобы она не болела и чтобы я всегда хорошо. Спасибо, Екатерина Борисовна, мы вас любим! Рахмет, Екатерина Борисовна, biz sizni o'ta qattiq yaxshi ko'ramiz. Уважаемая Екатерина Борисовна, я очень рада, очень счастлива, что отдала своего сына Алинура вам на фортепиано. И очень благодарна тому, что сейчас мы увидели уже какой результат за месяц. Алинур показал нам украинскую пьесу, да? Танец. И поэтому мы от нашей семьи благодарим вас. Мы вас очень любим. Пока. Сегодня у Екатерины Борисовны как бы рядовой такой концерт и родительское собрание одновременно. Как бы отчет за 3-ю, не как бы, а отчет за 3-ю четверть. Вот из такого рядового ординарного события она сделала большой, хороший праздник. Посвятила его Наурузу. Но и сегодня что хочется пожелать Екатерине Борисовне? Она на пути к тому, чтобы стать очень хорошим педагогом. Именно педагогом, у которой играют
и очень хорошие дети, и вроде как посредственные, и совсем слабенькие. Вот сегодня концерт прошел, все было очень музыкально. Чтобы стать мастером в любой отрасли, плотником, столяром, слесарем, поваром, музыкантом, педагогом, нужна постоянная работа до глубочайшей старости, до ухода из этой жизни. Вот я думаю, что у нее это сил хватит. Я вот недавно выяснил, что она, оказывается, с отличием закончила школу в поселке Восход. Она была тогда единственная отличница с золотой медалью. Ну и вот здесь она тоже, как правильно слова подобрать-то, ну, кропотливо и, по-моему, с таким научным подходом к этому, к своей работе относится. Во-первых, ребятишки ее любят. Во-первых, она любит ребятишек. Они ее любят. И старается она сама стать мастером своего дела. Вот я желаю, чтобы она своей цели добилась. Мне кажется, у нее это получится. Потому что, когда она ко мне только молоденькой девушкой поступила, и однажды приходит и говорит: Габдулхан Габдулович, мне предлагают другую работу. Ну, я говорю, рыба ищет где глубже, человек где лучше. Смотри сама. Как там зарплата? Там зарплата больше. Я говорю, ну что ж делать? Наверное, пойдешь туда, где зарплата больше. И вот она мне удивила, чем она говорит: ага, я столько сюда вложила. Она еще тогда первый год, может быть, работала, или второй. То есть человеку вложила свои силы, и жалко это оставлять. Она, может быть, поэтому только и не уезжает в Россию. Потому что очень много сюда уже вложено сил. Вот это удивительная черта. Ну, я желаю ей семейного счастья, творческих успехов и того, чтобы с нее получился действительно настоящий пианист-педагог. Мы